Абзира шимаз ателехъуаԥшцәа ихыркәшоуп амчыбжь, ус анакәха ираамҭоуп аспорт жәабжьқәа шырдырра. Аефираҿы есымчыбжьатәи адырраҭара спорт адунеи, астудиаҿы Адица Саӷариаԥҳа. Атлетика хьанҭазы адунеи рекордсмен Руслан Ҭаркьыл игәалашәара ҳаҭаразы Аҟәа еиҿкаан ареспубликатә турнир. Аицлабрақәа мҩаԥган ашколқәа рҵаҩцәа рыбжьара жәаҩак апантә категориа рыла. Аиндаҭларақәа мҩаԥысит абаҩрҵәыратә клуб елит спорт аҟны. Аус мҩаԥгатә иалахәыз ирлыҵшәақәеи анаҩстәи ҳанҵамҭаҿы. Раԥхьаӡа акәны Аҟәа ихацыркхеит атлетика хьанҭазы асовет еидгыла ҳачемпион, адунеи арекордсмен, ахьӡ-аԥша орден, ҳахԥатәи аҩаӡара занашьоу жәларбжьаратәи акласс змоу Аџьынџьтәылатәи еибашьра ветеран Руслан Ҭаркьыл игәалашәара иазкыз ареспубликатә турнир. Аспортсмен нага дыргәаладыршәарц аицлабра аартрахь иааит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Ҭарашь Ҳагба, Руслан Ҭаркьыл иааӡамҭацәа, аспортсменцәа ахатәрақәа, аҟаза иҩызцәа, иҭаацәа. Руслан Ҭаркьыл не только внес свой вклад в развитие и популяризации спорта в нашей стране, но он вписал свое имя в мировом спорте. Одно дело быть хорошим спортсменом, но не каждому, далеко не каждому удается быть еще хорошим человеком. Рекорд дунеқайзоз гавана Куба осқан абрепсіз зегер заха праздника прызыга хақшкара хақуа шуду бисқара авар гурга бисқара гахар избана взарida бисуан абсолютно жадинял хаззига гуш нахунд бас бизя ирбониориги басяо яра изо абрия турнир рабхана гуни халахцо абрия атып агон гирих зала яра зал тяжелая атлетика ахзатно азал бизя абрия кто-то ава бейто. Еизаз зегьы рықәгылараҿы Руслан Ҭаркьыл ихцәажәон жәаҟәандала. Аҟазара ду злаз, иуаҩы аамсҭашәаз, зыԥсҭазаара зегьы аспорт иадызҳәалаз уаҩны. Имшәоз, згәы ӷәӷәаз ас еиԥш иҟаз аҵеи шамахамзар дуԥылом рҳәоит иара дыздыруаз зегьы. Ԥсуаҵас иеибыҭаз, намысла иеибыҭаз, аԥсуара зхы еиԥш пату ақәызҵоз ауаҩԥсы даҳцәцеит. Аспорт аганахьала Аԥсны иҟаҵо маҷӡам аха иҟаҵатәу ԥхьаҟа ирацәоуп. Ҳастадион, ажәытәтәи астадион, убра дворец аныҟамла, абарҭ ахәыҷқәа зегьы рыцҳауп. Абарҭ ахәыҷқәа агәра згоит сара абри Руслан изку атурнир ари сышықәса иҟаҳамҵарада ԥсыхәа ҳамаӡам, изҳамам уиоуп ари еиԥш иҟоу ауаа шәарԥшыгас аҿар ираҳамҭар, ԥхьаҟа шәарԥшыгас ираҳҭода. Руслан убыс дыҟан, иара аицлабраҟан Руслан иҽалаирхәот-ҳа исоперникцәа инраҳалагьы, абри тренировка анишьҭирхуаз абжагьы рзышьҭыхӡомызт. Шәашәазхәыц, ари қәԥараӡамызт, ари боксӡамызт, дус илшо шьҭихуа ҭанусами, аха ус акәӡам. Ирыцәкаҳауан амништангагьы. Убысҟак ицәшәон рзегьы. Убысҟак агәамч иман иара. Нас иара аицлабраҟан даннеилагьы, аиааироуп дызызхәыцуаз, аиааира мацара. Иахьа даара ирыцҳароуп атлетика хьанҭазалқәа рзымхара апроблема ахьҳамоу иҟоу ахәыҷгьы рҭагылазаашьа уашәшәыроуп. Амаругақәа рықәра еиҳаны инырҵахьеит, зегьы хахьеит. Ари аспорт хкы ҳаҿиара макьана иахьамоу Аҟәа, Гәдоуҭа, Гагра ақалақьқәа рҿоуп. Аха арахь инижьыз, абзера иҟаиҵаз, ахшара иааӡаз абарҭ зегьы абра иахьыҟоу, иҩызцәа иқәлацәа зегьы абра иахьашәахьазаз иара изын Аԥсны азыҳәан, абарҭ аҿар рзыҳәан даара насыԥ дууп ҳәа сгәы иаанагоит. Атурнир иалахәын Гәдоуҭа ақалақьи араион иаднакыло аспортсменцәеи, иара убас Гагратәи атлетцәеи. Аспортсменцәа еиндаҭлон акапантә категориақәа жәаҩа рыҟны. Абар даҽа ҩба-хԥа шықәса рышьҭахь абра иҟамлоит Аԥсны аштангистцәа атренерра рныҟәызгаша, уи аспорт афедерациа гәаҭаны аинститут иҭарҵап ҳәагьы сгәы иаанагоит. Амала сара сықәра шәаҟәаԥсгьы шәгәы иаанамгааит, иаазгаз акоманда амчала сара есқьынгьы раԥхьаӡа саԥхьа иқәсыргыло аиааироуп. Иахьакәзаргьы аспартакиадаҿ акәзаргьы. Аицлабра лыҵшәақәа рыла жәохәҩык атлетцәа хьтәы медалқәа рҽаԥсаатәеит. Аҩбатәи аҭыԥқәа ааныркылеит жәаҩык аспортсменцәа. Ахԥатәиқәа ргеит фҩык. Иҳәатәуп аиҿкааҩцәа ари атурнир есышықәса ишеиҿыркаало.
Аԥсуа каратистцәа аихьӡарақәа аадырԥшит Косики каратеза ааигәа Москва имҩаԥысыз Урыстәыла ахраҿагаразы аицлабраҿы. Уи иалахәын атәымтәылақәеи Аԥсни Урыстәыла ҩажәижәаба регион рҟынтәи аспортсменцәеи. Аԥсны ахьӡала араҟа иқәгылеит Ҭемыр Быҭәбеи Иана Марганиеи. Аҭыԥҳа ари аицлабраҿы актәи аҭыԥ аанылкылеит. Иара убасгьы лаҵарамза жәибжь рзы Барнаул ақалақь имҩаԥысраны иҟоу Азиа ахраҿагаразы жәларбжьаратәи аицлабраҿы адунеи амилаҭқәа жәпакы злахәу аусмҩаԥгатә аҟны Аԥсны дзыригоит аԥсуа каратист Ҭемыр Быҭәба. Аицлабра мҩаԥысит ибзианы, ауаа рацәаны иҟан. Сара аицлабрақәа ҩба мҩаԥызгеит, соперницәа ҩыџьа иҟан, урҭ сыриааит. Хышықәса салоуп абри аспорт, сықәгылон Питер ада Москва сықәгылон, Шәача сықәгылон, Краснодар сықәгылон, Ростов-на-Дону сықәгылон. Сара саԥхьаҟа исыԥшуп атурнир, Аԥсны турнир, август иҟало турнир. Так как мы не можем часто выезжать на международные турниры, которые проводятся за пределы Российской Федерации, и мы подписали соглашение, чтобы получали наши спортсмены опыт, чтобы нас приглашали, допускали на всероссийские открытые турниры. Вот Кубок России по кросс-карате — это один из открытых всероссийских турниров. И в связи с этим нас пригласили на этот турнир. Бутва Тимур в связи с полученных травм он не смог выступить на турнире. Вот Ярна выступила, вот ее успех озвучили. Дальнейшие наши планы, вот мы здесь ежегодный турнир проводим в августе, Кубок Абхазии. Он уже у нас стал традиционно международным, потому что помимо команд из Российской Федерации еще собираются приехать команды из Туниса, Алжир. Мы участвуем только в тех турнирах, где мы полноценно представляем Абхазию. В октябре состоится не кубок, а чемпионат мира в Австралии. Мы, как Абхазия, приглашены Всемирной Федерации, господин Хисатака. Вот он каждый год нас приглашает везде. Конечно, он понимает, что и не везде, не каждая страна вот, дает нам возможность принять в таких международных турнирах. Но мы уже один раз участвовали на чемпионате мира. В 2017 году это проводился в России, в городе Москва. И там тоже мы успешно выступили. На этот раз, да, скорее всего, наверное, не получится нам принять участие в чемпионате мира, но через год. С чем мы не можем? Ну, во-первых, не только мы, и команда России тоже, у них проблемы, связанные с визами. Аҳҭны қалақь Аҟәа ихыркәшахеит аҳәса ахацәа излахәыз анапылампылазы амилаҭтә чемпионат. Уи иалахәын Аԥсны араионқәа рҟынтәи ЖАФ команда. Аҳәса ахацәеи аабаба команда рыла еихшаны. Аицлабрақәа мҩаԥысуан ԥшьымыз инарзынаԥшуа ҳаикәшаратә система ахархәарала. Ачемпионат алҵшәақәеи аиааира згаз акомандеи рыхҳәаа Асида Саӷариаԥҳа ланҵамҭаҿы. Ахацәеи аҭыԥҳацәеи злахәыз Аԥсны анапылампылтә чемпионат хацыркын жәабранымза фбарзы. Ихыркәшахеит Ҳазҭо Ҳамза жәабарзы. Хымази иреиҳаны имҩаԥысуаз аицлабрақәа рҟны рҽаладырхәит аҭыԥҳацәа ркомандақәа быжьба. Ахацәа рыбжьара иҳаҩсыз ашықәсазы жәкомандак ықәгылазҭгьы сынтәа быжь-командак аарԥшын ачемпионат аҿы. Иҳәатәуп ачемпионат шышьақәгылаз жәаҩа тур рыла. Убри аамҭа иалагӡаны акомандақәа рнапылампыласҩцәа Аԥсны еиуеиԥшым араионқәа рҟны имҩаԥгаз ахәмарақәа ирылахәон. Турцыԥхьаӡа ԥшьшьыхәмаррак рыла еиҿкаан, зынӡа аакомандак еиндаҭлон. Ҳазҭо ашықәсазы анапылампылтә система чемпионатк маҷк иԥсахын. Иҳаҩсыз ашықәсаз акәзар, афинали афиналбжеи рҟны иԥылозҭгьы акомандақәа сынтәатәи ачемпионат атурниртә таблицаҿы ԥхьагылара змаз акомандақәа ԥшьба ирыман алшара, дара-дара рыбжьара аицыхәмарра. Убас иалкаахеит Аԥсны иачемпионхаз акомандақәа. Ахацәа рыбжьара актәи аҭыԥ ааныркылеит Пицундатәи Кьиараз анапылампыласҩцәа. Азыҟаҵаҩ Александр Арамиан.
Аҩбатәи аҭыԥ иаԥсахеит Аҟәатәи Спартак акоманда. Ахԥатәи аҳҭнықалақь анапылан паласҩцәа. Игры были интересные. Чемпионат Абхазии показывает, что с каждым годом уровень волейбола становится все выше и выше. Хочу поблагодарить тренеров, которые подготовили этих ребят замечательных. Еще раз поздравляю. Аҭыԥҳацәа рыбжьара Ольга Мамаева напхгара зылҭо Гагратәи акоманда Аԥсны иачемпионхеит. Аҩбатәи аҭыԥ ааннакылеит Аҟәатәи акоманда. Ахԥатәи Пицунда аиргеит. 70 тысяч, к сожалению, на всех, не каждому. Ачемпионат ацеремониа аанашьара иалахәын анапылампылаз Урыстәыла ачемпионат иреиҳауа лига аҟны ихәмаруа Милана Бганԥҳаи, асовет еидгылаз ҽаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ Роберт Зелиниани имаҭа Роберт Зелиниани. Ачемпионат аҳәаақәа ирҭагӡаны иалкаан аҭыԥҳацәеи арԥарцәеи рыбжьара еиуеиԥшым апозициақәа рыҟны иреиӷьыз аспортсменцәа. Иреиӷьу ахьчаҩцәа ҳәа рыхьыӡҳәан Пицунда ахаҭарнак Сандра Ладариеи, Аҟәантә Гәдиса Адлеибеи. Иара убасгьы егьырҭ апозициақәа рыҟны иалкаан аҳамҭақәа ранашьан Гера Жиба, Аслан Кабба, Ольга Мамаева, Тимур Исмаилов, Алина Лакербаи, Ливан Арахамиа, Амра Амчба, Батал Гугия. Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ԥшьынҩажәа шықәса ихыҵра аҳаҭаразы атәыла аҩнуҵаҟа еиҿкаауа аусмҩаԥгатәқәа ирыхәҭакуп иеиуеиԥшым аспорттә еицлабрақәагьы. Карпов ихьӡ зху ашахмат школ ахыбраҟны имҩаԥысит ашахмат асразы ареспубликатә турнир. Уи еиднакылеит ҩынҩажәи-жәибажәҩык Аԥсны араионқәа рҟынтәи ашахмат асыҩцәа. Ихадаз аицлабраҿы актәи аҭыԥ ааникылеит Аҟәа ахаҭарнак Артиом Табариан. Ажыцқәа рыбжьара аиааира ргеит Аҟәантә Нестор Багателиеи, Гәдоуҭа ахаҭарнак Сария Лакобеи. Аиҳабацәа рыбжьара зегьы ираԥылгеит Аҟәатәи аспортсменка Сарида Лакәатааԥҳа. Ареспубликатә хәыҷтәы спортшколаҟны еиҿкаан амҵышәымпылаз атурнир. Уи иалахәын аспортклуб Гриль Абхазиа иаҵанакуа ахәыԥшцәа ркомандақәа хәба. Имҩаԥгаз атурнир еиҿкаан Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ԥшьынҩажәа шықәса ихыҵра аҳаҭаразы. У нас открытое первенство по баскетболу среди юношей 2012 года рождения. Это такой актуальный возраст на сегодняшний день, это 6-7 класс. Участвуют наших команд 5. В основном это сухумские наши команды. Все команды Крылья Абхазии, к сожалению, больше команд не приехало. Хотела приехать московская Тринта, но у них там какой-то чемпионат, и они уже сказали, что приедут на следующий турнир, будут ждать приглашения. У нас турнир еще будет, это новшинство в Абхазии. Мы первые, кто будем его проводить, это фиджитал баскетбол. То есть это интерактивный баскетбол, который потом передается в живую счет, и они уже продолжают как бы играть вживую. Асахьаркыратә гимнастиказы ааигәа Ирмантәыла имҩаԥысуаз адунеи жәлар рбжьаратәи ҳаицлабра ҩнызқьи ҩажәи хәба аҩызаратә храҿаҳәа хьӡыс измаз иалахәын быжьшәҩык инарзынаԥшуа жәаҳәынҭқаррак рҟнытәи аспортсменцәа. Урҭ рыбжьарагьы иқәгылеит Аԥснытәи еизго акоманда ахаҭарнакцәа. Урҭ иахьа исасцәаны ҳастудиаҿы иаҳҭоуп. Бзиала шәаабеит. Добро пожаловать в нашу студию, Ирина Павловна. Расскажите о вашей поездке, которая состоялась буквально недавно. С каким составом вы поехали на соревнования? Добрый день, уважаемые телезрители. Да, мы только что вернулись из Еревана, это столица Республики Армения, где проходил очень крупный международный турнир Кубок Дружбы 2025 года. Участвовало более 700 гимнасток из 10 стран. И мы очень благодарны Республике Армения, что она приняла нас со своим флагом. И мы полноценно участвовали там как независимое суверенное государство, Республика Абхазия. Состав гимнасток у нас был 12 гимнасток, 12 девочек разного возраста. Вот Анися у нас 2020 года рождения,
И 2012 год рождения, самая взрослая девочка. А какие вот номера они, в каких номерах они выступали и вообще как был в целом их выход на арену международную? Несколько девочек у нас выступали в самых значимых группах, в самых сильных группах. Это вот опять же наша маленькая кукла Анисия, которая показала самый высший результат в самой сильной группе 2020 года и стала абсолютной победительницей этого турнира. Также в сильнейшей группе у нас выступала вот Алина. И одна у нас из группы завоевала 3 медали. 3 медали. Она стала в многоборье серебряным призером. Также она получила серебряную медаль за упражнение с мячом. Это очень сложное упражнение, уже с предметом для ее возраста. И бронзовую медаль она получила за упражнение без предмета среди всех девочек, которые участвовали в этой группе. Вот. Вот было бы еще интересно поговорить о судейской коллегии, вот как они обратили внимание на наших девочек, на что они обратили внимание и вообще по каким критериям они их выбрали лучшими. Вот вы знаете, что особенно ценно, я считаю, что они участвовали без моего судейства. Я судила эти соревнования как судья, которая имеет квалификацию, подходящую для этих соревнований. Но меня ставили судить все время в другое время, когда мои детки не выступали. И поэтому это очень ценно, что судьи с других стран оценили их и выделили вот как лучших то, что они завоевали. Вот все здесь присутствующие, кроме Алиночки, но она у нас одна 3 медали завоевала в сильнейшей группе, получили золотые награды. Это особенно ценно для меня, как для тренера. А вот в целом, если говорить о вашем прибытии на таком масштабном международном турнире, вот в какой обстановке, вот в сравнении с другими странами, как она проходила? Вот в какой обстановке вы пребывали там? В очень дружелюбной обстановке, очень, так сказать, председатель Федерации художественной гимнастики Республики Армения Наталья Ротенберг очень нас радушно встретила. Мы ни в чем не знали, никаких отказов, чем бы мы ни обращались, всегда нашим детям помогали, шли навстречу. И даже в конце, когда мы дошли попрощаться, сказать спасибо, она ответила, что теперь мы будем дружить, теперь мы будем вас всегда приглашать на наши соревнования. Это соревнования международного масштаба, поэтому, конечно, для нас были первые, мы очень волновались, и, конечно, мы очень-очень ждали первую медаль. Вот. Потом немножко отпустила, но такую, конечно, россыпь медалей даже я не ожидала. А вот сколько дней проходили соревнования? Соревнования проходили 4 дня, но мы выступали 3 дня, потому что 4-й день там еще были соревнования по эстетической гимнастике. Вот. Мы вот 3 дня боролись. 3 дня мы не выходили из зала. Даже те девочки, кто уже выступил и получил награды, все равно приходили, болели очень с флагами, болели за своих девочек. Но эта поездка очень, она непростая, нелегкая. Естественно, это дорогого стоит. Вот кто вам помог в организации поездки, вот, финансово, кто вам помогал? Ну, мы хотим сказать огромное спасибо Государственному комитету по делам молодежи и спорту в лице Тараса Мироновича Хагбы. Этот комитет оплатил девочкам, части девочек и мне перелет туда и обратно. И вторую половину нам оплатило управление образования города Сухума. И мы хотим поблагодарить ее начальника Станду Зауровну, которая всегда с нами на связи, всегда поддерживает все наши начинания. Огромное им спасибо. Ну и родителям, которые нашли спонсоров. Там не такие суммы, но все равно это очень дорогого стоит. Мы всем очень-очень благодарны, в частности, компании «Аквафон». Девочки, расскажите о своем выходе на международную арену. Как вы вышли, волновались ли вы, или вот как это происходило?
Было очень волнительно выступать на таком уровне. Все было очень масштабно, очень много было соперниц, но мы не растерялись, вышли, станцевали свои номера, очень много получили призовых мест. Я рада, что я выступила на таком соревновании, хочу почаще ехать и выступать на таком уровне. Умничка. А какую медаль ты завоевала? Покажи. Золото. Но я поначалу боялась, а потом я собралась и сделала с мячом без потерь. А вот вы все вместе выходили с флагом? Вот расскажите, как вы выходили? Мы выходили на парад, и когда я стояла на параде, я какие-то страны закрывала своим флагом. И когда меня вызывали на награждение, я держала очень крепко свой флаг Абхазии. Умничка. Вот у тебя на шее 3 медали. Расскажи, вот с кем ты выступала и кого ты опередила? Ну, вряд ли она знает, Да. кого она опередила, потому что, тут трудно сказать, Да, очень много соперниц, да. Вот. Она услышала свою фамилию, и больше нам, скажи, ничего не надо, мы вперед. Мы немножко будем анализировать еще выступление. У нас даже вот сегодня только первая тренировка после соревнований. Но я хочу сказать, что у организаторов такое условие было, что каждая гимнастка должна выходить на парад открытия, особенно со своими флагами. То есть каждая гимнастка была одета, держала в руках свой флаг. Вот у нас было 12 гимнасток и 12 флагов Абхазии было на параде открытия. У них у всех своя форма, по танцу вы определяете, Купальники, да? да? Вот, да, расскажите о форме тоже, это тоже очень дорогое удовольствие. Уже когда только начинали девочки заниматься, конечно, родители еще плохо это представляли, все, мы сделали такой небольшой фонд купальников, и они брали в аренду. Конечно, перед такими крупными соревнованиями никто не хотел упасть в грязь лицом, и все родители, они сейчас очень все продвинутые, в интернете нашли организации, которые занимаются пошивом купальников, и наши дети выглядели на все 100%. Очень красивые. Вот если в целом говорить, сколько у нашей команды медалей и какие? Вот в общем мы завоевали 6 золотых медалей, 3 мы завоевали серебряные медали и 2 бронзовые. Девочки, что вы еще расскажете вот с того мероприятия, где вы были? Какие у вас эмоции, ощущения? Вот после победы, что вы почувствовали? Хотим сказать спасибо большое нашему тренеру за то, что дал такую возможность выступать на таком турнире. Было очень волнительно выступать, особенно под своим флагом, когда ты представляешь свою замечательную страну, но мы справились. Умнички, поздравляю. А какие вот у вас дальше планы? Есть ли у вас приглашения? Будете ли вы еще где-то выступать? Если да, то, если не секрет, где вы будете выступать? Мы сейчас не будем выступать, но у нас сейчас очень ответственное событие. Буквально 25 мая к нам в Сухум приезжает город-побратим Нижний Новгород. И в составе этой делегации приезжают 3 команды групповых упражнений по художественной гимнастике во главе с директором школы художественной гимнастики. И они будут проводить для наших гимнасток сборы, 5-дневные сборы. И поэтому работа предстоит очень серьезная. А на всякий случай, если кто не знает, Нижний Новгород — это сейчас лидеры у нас в стране, в России. Поэтому мы настраиваемся, готовимся, так что отдыхать нам некогда. И 31 числа, насколько я знаю, будет заключительное такое мероприятие, где выступят и гимнастки Нижнего Новгорода, покажут свое мастерство, где и мы выступим. Но уже там мы определимся, когда команды приедут с представителями Нижнего Новгорода. Вот, они очень тоже готовятся, очень волнуются, так как на этом мероприятии будут присутствовать все главы их делегации. Поэтому не расслабляемся.
Ну, буквально недавно этот вид спорта у нас в Абхазии начал возрождаться для дальнейшего развития, для расширения художественной гимнастики у нас в стране. Чего нам не хватает, что нам надо приумножить? Ну, если честно, за 2 года, которые у нас существует гимнастика художественная, выйти на такой уровень, это уже дорогого стоит. Вот. Немножко, конечно, нам затруднено то, что государство у нас не принято всеми странами, и поэтому выезжать мы можем только в какие-то определенные государства, и обязательно предупреждаем, что вот так вот. И вот еще раз хочу просто поблагодарить Армению за то, что они пошли на это, хотя мы уже сами читали комментарии, не все этому рады, но Федерация художественной гимнастики Армении все это выдержала, и несмотря ни на что, нас допустила, и очень-очень все к нам добродушно относились. Поэтому в этом затруднение. Затруднение еще в том, что нет залов здесь, подходящих для художественной гимнастики. Наш зал, где мы занимаемся, он неплохой. Но для достижения высоких результатов, конечно, очень проблематично. Проблема в том, что гимнастика еще пока не распространена практически нигде, кроме Сухума. Да. А для того, чтобы проводить или участвовать в спартакиаде, или проводить первенства или чемпионаты страны, ну, как я узнавала в спорткомитете, нужно, чтобы хотя бы в 4 регионах была гимнастика. А если нет конкуренции, если нет таких соревнований, то, конечно, трудновато. Но, несмотря ни на что, мы боремся, мы растем, мы стараемся. И родители, и дети просто живут этим видом спорта. Вот, и я рада, что мы своими именно спортивными результатами доказываем, что девчонки молодцы. Ну, только у нас в Сухуме, в столице Абхазии, развит этот вид спорта пока что. И несмотря на это, очень большой спрос среди детишек. И сколько у вас сегодня групп занимается, и как вы поделены вообще, как проходит один ваш тренировочный день? Мы бы, конечно, еще и больше детей бы взяли, но, к сожалению, я пока одна тренирую, у меня есть помощница, но она помогает мне вот с этими детками, и вот, которые мы набор набрали в прошлом году. Сейчас вот у нас не хватает, конечно, тренеров, не хватает условий для того, чтобы тренеров обеспечивать всем необходимым немножко. Поэтому мы не можем принять всех желающих, но пишут очень много мне в директ, в Инстаграме, просто звонят, спрашивают. Будем думать, будем искать тренеров. Есть у нас уже на примете, пришли, вот спрашивают, но тоже еще нужно и место. Мы занимаем практически, нам даже не хватает. Вот эти девочки занимаются 4 раза в неделю, а им надо 6 раз в неделю заниматься, потому что у нас не хватает залов. Но Татьяна Владимировна, наш директор, обещает, что будем искать, будем стараться, чтобы все, кто хочет заниматься, и те, кто способен заниматься этим видом спорта, потому что не все детки могут подходить, чтобы все занимались, принимали участие. Поговорим о планах. Какие у вас планы для дальнейшего развития художественной гимнастики в Абхазии? Ну, сейчас у нас у нас упражнения есть без предмета, у нас есть упражнения с обручем и есть упражнения с мячом. И вот уже у нас ездило несколько девочек и выполняли и обруч, и мяч, и все. Дальнейшее развитие мы должны сейчас за лето подготовить упражнения с булавами. А вот сейчас приезжает команда Нижнего Новгорода, она нам написала список, что необходимо иметь на сборы. Там написано, лента должна быть, и все 4 вида, которые, и даже и скакалка 5 получается, все виды должны быть на сборах. Я очень надеюсь, что они нам помогут овладеть новыми предметами. Чем быстрее мы это овладеем, тем мы можем выступать в более сильных группах и показывать лучший результат. Вот такие у нас планы: повышать свои спортивные разряды, новые виды осваивать. Пока сейчас такие планы. Ну и, конечно,
участвовать в соревнованиях, находить такие соревнования, где нас примут, где нам будут рады, как в стране Абхазия именно. Вот такие пока сейчас планы. Я надеюсь, что мы поедем, нам так сказали, и Нижний Новгород нас пригласит к себе. Поэтому планы грандиозные, только работай. Спасибо большое за беседу и поздравляю вас с победой. И желаю вам дальнейших успехов. Спасибо большое. С 17 мая 2025 года в городе Сухум, Республики Абхазия, пройдет первый международный турнир Абхазия Open Cup по карате Кёкусинкай, Международная федерация карате. Турнир, посвященный 80-летию первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзенба. Пройдут зрелищные поединки по карате Кёкусинкай. Место проведения — спортивный комплекс Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр. Адрес — город Сухум, улица Дзидзария, 30. Соревнования проводятся Федерацией Кёкусинкай Республики Абхазия и Государственным комитетом Республики Абхазия по молодежи и спорту. Генеральный спонсор турнира — компания Aquafon GSM. Поддержите свою команду. Хатыр зкотили хопшцам, ехазы абартажа бшкваракон хайкшойт яйва ахвашам абзирас. Thank you.